Власти Синьцзянь-Уйгурского автономного округа запрещают уйгурам и другим мусульманским меньшинствам моложе 65 лет совершать ежедневные обязательные молитвы, намаз. Об этом сообщает уйгурская служба «Радио Свободная Азия», ссылаясь на свои источники. Запрет на совершение намаза на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района, СУАР, был введен в действие еще в 2017 году, но касался только лишь не достигших 18 лет. И в настоящее время за соблюдением запрета наблюдают местные полицейские, которые ходят по частным домам, сообщили источники. А тех, кто нарушает правила, сообщают местным властям, и им грозит наказание, включая возможное заключение в сеть так называемых лагерей политического перевоспитания. Во время обхода домов уйгуров полиция сообщила, что теперь только пожилые мужчины могут ходить в мечети для молитвы, сообщает уйгурская служба «Радио Свободная Азия» со ссылкой на сельского полицейского в городе Атуш. Также офицеры, посещающие дома, рекомендуют всем остальным отказаться от намаза. «Мы не пускаем молодых людей в мечети», — говорит информатор. Но это нормально, если им 65 лет и старше. Чиновники, обеспечивающие соблюдение запрета, представляются уйгурским семьям как члены административных комитетов мечети, добавляет офицер. Мы говорим им не принимать участие в какой-либо религиозной деятельности и просто жить в мире. Второй полицейский в Атуше подтвердил, что с 2017 года в его обязанности входит наблюдение за уйгурами, совершающими намаз или другие религиозные действия, и сказал, что если кто-то нарушил закон, его передают местным правоохранительным группам. Мы говорим правонарушителям, что они нарушили закон, и передаем их в сельскую бригаду. Сельская бригада забирает их на перевоспитание, а затем информирует их семьи о том, что произошло. Вот как это происходит. Член рабочей группы в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзяня также подтвердил, что до вступления в силу нового постановления в 2017 году только членам Коммунистической партии Китая и детям до 18 лет было запрещено молиться. Теперь мы говорим людям, что они должны участвовать в работе по искоренению религиозного экстремизма и терроризма и укреплению стабильности, что мы все должны работать над безопасностью нашего региона, говорит он. Напомним, что активизация репрессий в отношении мусульман СУАР началась еще в 2014 году, после того, как китайские власти развернули кампанию под названием «Мощный удар». Но с конца 2016 года, после того, как в Синьцзянь был переведен из Тибета секретарь Компартии Китая Чэнь Цюаньго, произошло резкое усиление и так высокого давления на уйгуров. С тех пор миллионы мусульман были помещены в концентрационные лагеря и находятся там по сей день. В отношении женщин проводятся акты принудительной стерилизации. Уйгурских детей помещают в отдельные детские лагеря, где их воспитывают в духе Компартии Китая. 好的，好的，这是我们